Здравствуйте, мистер Таркович. Здравствуйте. Добро пожаловать в Кыргызстан. Спасибо огромное, что согласились дать нам эксклюзивное интервью. Вы известны больше как тренер, но всем было бы интересно узнать о том, как вы пришли в футбол, в вашу игровую карьеру именно до тренерской деятельности. Yes, I was born in Prešov. It is a city on the east part of Slovakia, and from the early age. Да, я родился в городе Прешев, это город в восточной части Словакии. И с раннего возраста, примерно в 5-6-летнем возрасте, я начал увлекаться и играть в футбол. С того времени я уже понял, что футбол станет моей второй жизнью и что я хотел бы вести тренерскую деятельность. В возрасте 18 лет я переехал в Братиславу, столицу Словакии, с целью обучения в университете имени Каменского на факультете физкультуры и спорта, что является высшим тренерским образованием в нашей стране. В то же время я играл в футбол на национальном уровне, но в возрасте 23 лет я получил серьезную травму лодыжки, что стало концом моей футбольной карьеры в качестве футболиста. В 24 года я решил построить тренерскую карьеру, и в то время я был вызван в Дубай тренировать команды низших лиг, где я начал и тренировать, и играть в то же время. Таким образом, с 23-24 лет я начал свою тренерскую деятельность. С того возраста я смогу подняться на высокий уровень, что является для меня очень значимым с одной стороны и правдивым с другой стороны. Ведь я являлся главным тренером национальной сборной страны, что является самым важным аспектом для каждого тренера. Быть главным тренером национальной сборной Кыргызстана для меня имеет такое же значение, потому что я прекрасно понимаю, что каждый тренер страны хотел бы стать тренером национальной сборной. Поэтому я осознаю ответственность, которая сейчас лежит на мне. I could understand that everyone coach in the country wants to be the coach of the national team, so I understand the responsibility I have at the moment. За вашу тренерскую карьеру данное назначение, оно лишь второе зарубежное, верно? Yeah, that's true. Mostly I was coaching in Europe, and I recognize Europe football very well. Да, это правда. По большей части я вел тренерскую деятельность в Европе, и я очень хорошо узнал европейский футбол. Кыргызстан, конечно, является азиатской страной, однако это не значит, что я не следил за этим футболом. Когда я был тренером клуба Банияс в ОАЭ, я мог сравнить то, что происходило в той стране. Конечно, люди в каждой стране, в Центральной Азии, в Центральной Европе разные, так что для меня эта ситуация хороший вызов для адаптации к работе. Но я вижу и понимаю, что люди в Кыргызстане очень честные и очень дружелюбные, так что я уверен, что наше сотрудничество будет на высоком уровне. I see and I understand that Kyrgyz people are very honest, very friendly, so I'm sure that cooperation will be on the top level. До назначения в сборную Кыргызстана, какая информация была у вас о стране в целом и о футболистах и в сборной Кыргызстана? Yes, I know that in the year when I became assistant coach of the Slovak national team in 2013, around this time, the former coach Kristinin. Я знаю, что в тот год, когда я стал ассистентом тренера национальной сборной Словакии в 2013 году, примерно в то же время Кристинин стал главным тренером кыргызской национальной сборной. Я понимаю, что оставаться на этой позиции на протяжении 8 лет очень трудно, а на национальном уровне это еще труднее. Я слежу за азиатским футболом, слежу за тренерами национальных сборных, которые остаются на своей позиции долгое время, и я заметил, что Кыргызстан работает непрерывно. Я считаю, что если тренер остается на своей позиции такое долгое время, это означает, что ассоциация имеет свое четкое видение о том, как она хочет развиваться, каким образом она хочет стать лучше и, конечно же, как вывести кыргызский футбол на высокий уровень. Таким образом, я узнал, что Кыргызстан имеет большие амбиции. Я знаю, что Кыргызстан впервые прошел на Кубок Азии и вышел из основной группы. Так что я считаю это хорошим достижением. В моих глазах это идеальная ситуация, чтобы помочь кыргызскому футболу объединиться и достичь высокого уровня. In my eyes, it is ideal situation to help in this situation to Kyrgyz football and with unit effort make higher and bigger level. Непосредственно о футболистах есть уже какая-то информация у вас?
Yes, I can't say that I know the Kyrgyz football. It's not possible because Я не могу сказать, что я знаю кыргызских футболистов. Это невозможно, потому что там много талантливых игроков, которые играют в молодежных сборных. На сегодняшний день это очень хорошая ситуация для того, чтобы возложить ответственность как на молодых игроков, так и на более старших игроков. Поэтому я начинаю узнавать кыргызскую команду, я видел последние 5 игр, конечно, я займусь более тщательным анализом чуть позже. На данный момент я могу сказать, что знаю области, в которых мы можем продвигаться вперед, и я верю, что вместе с игроками и, конечно же, с помощью фанатов мы можем улучшить ситуацию для кыргызской национальной сборной. areas where we can move forward, and I believe that together with the players and of course with the fans, we can bring a better situation for the Kyrgyz national team. Что стало, пожалуй, таким ключевым, самым важным моментом, что вы согласились возглавить сборную Кыргызстана? And it's a difficult question. I noticed that to be a national team coach is a big honor for every. Это тяжелый вопрос. Я заметил, что быть тренером национальной сборной является большой честью для каждого тренера и для меня в том числе. Я имею много опыта для своей позиции. Я участвовал на чемпионате Европы в качестве главного тренера национальной сборной Словакии. В 2016 году я участвовал на чемпионате Европы в качестве ассистента главного тренера. Также я работал в качестве технического директора. Вся моя карьера за последние 9-10 лет была связана с уровнем национальной сборной. Поэтому этот опыт, который я хочу передать, исследовать вместе с людьми здесь, в национальной сборной Кыргызстана, сотрудникам ассоциации, чтобы улучшить позиции кыргызской национальной сборной. To bring better position of Kyrgyz national team. Не знаю, насколько корректный вопрос на данный момент, но могли бы вы рассказать о подробностях контракта? Насколько он рассчитан, на какой период времени? What we agreed with the FA. Я договорился с Федерацией, что на днях состоится официальная конференция, где будут обговорены условия контракта. На данный момент я не хочу обсуждать эту тему. Will be these conditions discussed. So at the moment I don't want to speak about this. Okay, thank you. До турнира КАФа в июне, который пройдет в Бишкеке, осталось не так много времени. Какую подготовку вы уже провели? Когда будет знакомство с командой? Есть ли уже какие-то конкретные планы? Not yet. That's the reason why I came to Bishkek 1 month before, or 1 month and 10 days before the first game. Еще нет. Это причина, по которой я приехал в Бишкек на 1 месяц и 10 дней раньше перед первой игрой, потому что предстоящий матч состоится 10 июня. До этого момента я хотел бы узнать понимание людей, хотел бы посмотреть, настолько много матчей лиги, насколько это будет возможно, и, конечно же, заняться скаутингом всех других игроков, потому что для меня очень важно знать всех игроков лично. И сейчас я в процессе знакомства с сотрудниками, так как я хорошо знаком с моим тренерским штабом и коллегами, которые будут со мной. Но мне нужно узнать остальных сотрудников штаба, поэтому это и есть задача, предстоящая на следующие дни. Конечно, мы едем вместе с президентом и с менеджером команды на предстоящую жеребьевку Кубка Азии 11 мая, так как это очень важно узнать нашу группу и наших соперников на предстоящем Кубке Азии. Поэтому самое важное — это скаутинг, скаутинг и еще раз скаутинг. Знать точно о том, что происходит, знать всех игроков, знать их оптимальную эффективность, узнать их лично — эти вещи являются основным в будущем. And the most important is the scouting and scouting and scouting. Вы как раз озвучили вопрос по поводу и момент по поводу тренерского штаба. Можете уже сказать, кто войдет в ваш тренерский штаб? I can agree that the Karol Praženica is coming with me. Я могу сказать, что Карл Праженица будет моим ассистентом, и Мартин Русняк будет фитнес-тренером, и весь остальной тренерский штаб будет утвержден в следующие дни с ассоциацией.
Разговоры с руководством уже состоялись. Есть ли уже какие-то перед вами ставят цели на предстоящий либо матч, либо уже непосредственно на Кубок Азии? We discuss not all things, but like I said before, Мы обсуждали не все вопросы, но, как я и говорил ранее, скоро состоится официальная пресс-конференция, на которой будут рассказаны все условия и цели. press conference. У каждого тренера есть свой подход, есть свои методы. Какой вы тренер? Как вы можете себя характеризовать? And this is a better question for the players. They must recognize the coach as well. But yeah. Этот вопрос лучше задать игрокам. Они должны определять тренера. Но мое видение футбола — это сбалансированный футбол. Я люблю играть в сбалансированный футбол, где игроки вовлечены в защиту и часто быстрые, когда игроки понимают, что происходит, и когда они знают, как надо реагировать на каждую ситуацию. Так, для меня очень важно знать цели, и все они основаны на 3 столбах. Первое — это командная работа. Мы должны понимать, что только команда выигрывает, а не один игрок. Но команда — это не просто игроки на поле, а участники ассоциации, поэтому все эти люди должны понимать, что мы идем по одной дороге и хотим достичь одной цели. Поэтому командная работа у меня на первом месте. Затем будет, конечно же, идти доверие. Доверие для меня — это то, без чего мы не можем улучшить свои взаимоотношения. И это очень важно, что я доверяю игроку, а игрок должен понимать, что он может доверять мне. Без взаимного доверия очень сложно улучшить нашу эффективность. И последний столб для меня — это дисциплина. Дисциплина — это базовая вещь, которая для меня значит не просто сделать то и то. Дисциплина — это принимать правила, и если мы готовы принимать все правила вне поля, это означает, что мы готовы играть дисциплинированно на самом поле, и эта дисциплинированность принесет результат. Это и есть мое представление насчет моей философии. В конце самая важная составляющая — это как фанаты будут реагировать, и будут ли они чувствовать себя частью команды, и смогут ли они ощущать свой вклад в результаты команды. И для меня важно, чтобы фанаты разделяли успех команды. The most important things on the end is how the fans will react, and that fans will feel that they are part of the team and they can join the results. And of course, I hope that they can join the success. С нашими фанатами вообще предстоит познакомиться, и вы будете приятно удивлены, надеюсь. Thank you very much for, Спасибо большое за возможность интервью. Мы говорим о требованиях со стороны КФС, что вот они ставят какие-то цели как руководство, а есть ли требования у вас непосредственно по тренировочному процессу и какие-то особые вещи, которые вы ставите тоже так как задачу перед руководством КФС? So yeah, of course, that's one of the main goals for next days, because Да, конечно, одна из самых важных целей на следующие дни, потому что я в Бишкеке только 2-й день, и пока не было возможности ознакомиться со всеми, кто вокруг меня. Для меня важно знать условия, в которых мы будем жить, где мы будем питаться и где мы будем отдыхать. Конечно, мне нужно проверить тренировочный центр, где мы будем проводить тренировки, потому что тренировочный процесс – один из самых важных вещей для меня. И, разумеется, я хотел бы посетить еще и стадион и посмотреть, в каком состоянии находится поле и стадион. Все эти вещи, которые мне предстоит сделать в ближайшие дни. Вы озвучили момент по поводу, что вы будете посещать матчи лиги, то есть вы остаетесь до самого турнира КАФАК, правильно? Так, I am here till end of June. Я здесь до конца июня, поэтому на протяжении этих 2 месяцев, как я говорил ранее, я хотел познакомиться с менталитетом людей, и, конечно же, в мае для меня является важным скаутинг. Поэтому я сегодня собираюсь посетить матч в Бишкеке, я хочу посмотреть на футболистов на поле, хочу увидеть фактическое выступление. Есть не только футболисты, которые играют только в Бишкеке или в Кыргызстане, есть еще много футболистов, которые играют за границей, в Сингапуре, в Индии, в Казахстане, в России и в Европе некоторые из них. Поэтому мне нужна вся информация про всех игроков, для того, чтобы принять правильное и важное решение о том, каких игроков назначить,
на предстоящие международные даты. Side, but very important and good decision to name the right players for the outcoming international date and camp. С локальным уже, в принципе, картина понятна. У КФС и у прошлого тренерского штаба было направление привлечения игроков из-за рубежа, в частности из Германии, которые либо уехали из Кыргызстана, либо их родители ранее уехали из Кыргызстана, и они изъявили желание играть за нашу страну. Будете ли вы продолжать данное направление? Hope I understand the question. That's normal nowadays that it's the same in Slovakia that Надеюсь, я понял правильно вопрос. В настоящее время это нормально. Точно так же и в Словакии, что некоторые семьи хоть и покинули свои страны по разным причинам, но они остаются словаками. В Словакии была точно такая же ситуация, как и в Кыргызстане. Я думаю, что это хорошая идея спрашивать у игроков, чувствуют ли они себя кыргызстанцами, хорошее ли у них отношение к своей национальности, готовы ли они принять приглашение в национальную сборную, и тогда они смогут вернуться. Конечно, еще стоит вопрос об их эффективности и уровне футбола, но если игроки на таком уровне, где они могут конкурировать с другими игроками и они лучше других, тогда у меня точно не останется сомнений пригласить игрока в национальную сборную. I don't have any doubt to invite other players which are not at the moment in the national team. Вы участвовали как главный тренер, вы вывели сборную на Евро-2020. Сборная Кыргызстана уже на Кубке Азии, и ей уже второй раз уже подряд предстоит сыграть. Вы как-то связываете данный челлендж, выход на Евро и игра уже непосредственно на Кубке Азии? Of course, it could be another kind of tournament because European level and Asia level is not the same. Конечно, это разные турниры, потому что европейский уровень и азиатский уровень – это не одно и то же. Но мое преимущество в том, что системы двух турниров одинаковые. Так, система европейского турнира одинакова с Кубком Азии. У меня есть опыт, как вести дело с такими видами систем. Я был на Евро-2016 в качестве ассистента тренера и был на Евро-2020 в качестве главного тренера. Поэтому у нас большой опыт с ассистентом, и я думаю, что этот опыт поможет нам прийти к успеху на Кубке Азии. Я познакомился с очень настроенными людьми в ассоциации, и они очень сильные, шустрые, позитивные и прогрессивные. Я считаю, что цели будут достигнуты. A lot of challenging people here in the association, which are very powerful and they are thinking very positively and progressive. So I think that the goals will be higher. У вас достаточно серьезный опыт работы с такими с авторитетными футболистами, там как раз непосредственно со сборной. Уже есть какая-то информация по футболистам. Можете вы назвать кого-то из уже непосредственно лидеров и кому вы особенно присматривались, когда готовились к назначению? It is first interview, so I don't want to be not rude, but Это мое первое интервью. Я не хочу показаться грубым, но для меня важно знать команду. Как вы и говорили, в Словакии я работал с такими топовыми игроками, как Гамшик, Шкринер, Лоботок и многие другие. Но сейчас это просто история. Передо мной уже новые цели. Что я смогу сказать, так это то, что команда – это самое важное. Конечно, есть лидеры в кыргызском футболе, игроки, у которых много кубков и игр. Они улучшили свои игры в клубах. Но самый важный посыл, который я хочу донести, это то, что только один игрок может привести нас к успеху. И имя этого футболиста – команда. Я не хочу выделять отдельных игроков, потому что многие могут сказать, что тренер думает только про этих игроков. Для меня все игроки на одном уровне, и я должен выбрать лучших. Конечно, есть лидеры, которые подтверждают свои результаты на протяжении долгого времени. Лидеры очень важны для команды. I need to choose the best player. Of course, there are leaders which
proving their performance long time, and these leaders are very important for the team. Ну и в заключение, наверное, что-то наподобие пожелания. Как вы хотите, чтобы у вас там с фанатами взаимосвязь была, именно такие вот моменты, как пожелания для своей же дальнейшей работы? Okay. I wish success to our national team. Я желаю успехов нашей национальной сборной. Я желаю, чтобы люди, которые верят в меня и дали мне ответственность, убедились, что приняли правильное решение. Я желаю, чтобы наш путь, который был выбран в футболе, был поддержан нашими фанатами, и хочу, чтобы фанаты приходили на матчи с поддержкой, с новыми эмоциями и с чувством, что они являются частью всей команды. Fans will come to our matches with the effort, with the emotion, and with the feeling that they are part of the team. Thank you. Самых теплых вам пожеланий на дальнейшую успешную работу вам и, естественно, побед нашей сборной. Thank you very much for the interview. Thank you very much for your wishes, and I hope so that together we will be stronger. Thank you. Thank you.